Гуманитарную помощь приносят уже с 8 утра. Это все, что было запрошено по списку. Из нескоропорчащихся продуктов питания – гречка, рис, макароны, мука, сахар, масло. Также различные сладости. Из медикаментов – стерильные бинты, дезинфицирующие и обезболивающие средства. Одежда необходима только теплая, на любой пол и возраст. Акция проводится по инициативе главы региона Махмуда Али Калиматова. صغر سيد بين ناخ ذكر يا ساكت سا خم يندي قاس أوس أزمو ناخ حشق واه أوزي هن تخن مول ماش واه سجدي هن كل ساكت نقص دي قرد بوس ناخ داق لاس ديج ده صم خلصو فيه مرو مسني حاح ده سا دل دي ناخ حار بول بيز داق لاتس ديز داق لاتس ديز دالته بده حالس سجاشي وق لاتش ملدك خت لامي وق شيء لاتش Так как неравнодушных жителей, желающих помочь в такой трудный период для наших братьев и сестер по вере много, вещи, которые они приносят, необходимо быстро отсортировать, упаковать и подписать. Мы тут стараемся все вещи проверить, чтобы не было ничего неполноценного, продукты, чтобы были со сроком годности, не подлежащие, чтобы не портились они, быстро испортишь их не было. А вещи, чтобы тоже были в хорошем состоянии, без дыр, которые именно там пригодятся людям. Вот такие вещи мы делаем. И стараюсь укладывать их как можно более компактно, чтобы было удобно вывести. На сегодняшний день по Сунжинскому району 3 пункта, принимающих гуманитарную помощь палестинцам с 8 утра до 8 вечера. Это Дом культуры селения Галашки, Нестеровская и Троицкая. Те жители, которые не могут до них добраться, относят свою помощь в местные дома культуры. Оттуда их сотрудники направляют в основные пункты приема. По всем 3 пунктам приема сбора люди идут активно, принимают участие. Также со стороны администрации Сунжинского района и администрации сельского поселения, учреждения, которые у нас находятся на территории, они тоже решили так принять участие от самого организации. И, конечно же, каждый руководитель организации заявили желание взять на себя те или иные направления, будь то медикаменты, будь то продукты или одежда, и, конечно же, тоже приносят это все на местах сбора. Сбор помощи проходит и в самом городе Сунжа, по улице Висаитова. В старом здании ЖКХ его сотрудники активно принимают сах от неравнодушных жителей. Все, что приносят, сотрудниками фиксируется в блокнот, для того, чтобы сделать подсчет по весу и сдать отчетность. Очень нужны генераторы. Они в приоритете, как и некоторая недостающая помощь, на которой делается больший акцент. Ну, побольше желательно, мне кажется, что надо было лекарства и, естественно, если есть возможность, еду. Власти Ингушетии призывают присоединиться к благотворительной акции. Оказать помощь может любой желающий и неравнодушный к чужой беде. Для этого достаточно обратиться в администрацию своего сельского поселения. Сегодня жителей нашего региона беспокоит вопрос Израиля-палестинского конфликта. На сегодняшний день все жители нашей республики переживают за те жертвы, которые несет палестинский народ. Нашим министерством проработан вопрос совместно с МЧС России и объявлен сбор гуманитарной помощи. Ранее данной возможности не было, потому что, как мы знаем, Египтом не были открыты переходы для того, чтобы доставлять гуманитарную помощь и эвакуировать граждан России, проживающих на палестинских территориях. Данный сбор проводится во всех муниципальных образованиях. И любой желающий может оказать содействие, оказать помощь палестинскому народу. Также в сети интернет очень много провокаторов, которые на этом фоне пытаются разжечь межнациональный конфликт как в нашей республике, так и на территории Российской Федерации. Президент России высказал свою позицию, которая является миром и прекращением всех боевых действий на территории Палестины. Поэтому призываю наших жителей не поддаваться на провокационные посты в сети интернет, молиться за палестинский народ и помогать ему, оказывая
посильную помощь. Груз будет доставлен на территорию Египта и передан представителям общества Красного полумесяца, которое перенаправит его в сектор Газа. Мадина Цора, Сулейман Костоев. Новости 24.